Рустам Миниханов поздравил дорогих татарстанцев с новым 2023 годом. Добрый вечер, дорогие татарстанцы. Совсем скоро наступит новый 2023 год. Будущий год объявлен Республикой годом национальных культур и традиций. Татарстан стал домом для представителей 173 национальностей. Люди – наше главное богатство. Біз һәр вакыт бергә булырга, бер-беребезгә ярдәм итәргә, туган илебезне сакларга тиеш. Пусть все ваши желания сбудутся, бәхетле булыгыз, яңа ел белән, с новым 2023 годом. После тяжелой операции скончалась татарская активистка и руководитель татарского ансамбля песни и танца из Самарской области Альбина Махмутова. Ей было всего 43 года. Мы приносим наши соболезнования. Народный писатель Республики Татарстан Роберт Батулин призвал не винить российское государство и Москву в том, что мы теряем татарский язык. По его словам, виноваты наши бабушки, которые разговаривают с внуками на русском языке. Unuqları bilen bilir bilmez Rusçası bilen Rusça söyleşeler. Yok Tatarca söyleşsin, yok. Mana şuna oluq rahatlanıp Rusça söyleşe. Neyse, sonun bilen endi vesselam ul Tatar avluna qaytib Tatarcha, saf Tatarcha öyrene almay. Eng birinchi o'zimizdandir. Hukumatni da g'ayiblamayganimiz, Moskvani da g'ayiblamayganimiz. По словам актрисы Чулпан Хаматовой, она не говорит на татарском языке, потому что была оторвана от своих татарских корней в советское время. И это несмотря на то, что она выросла в Казани, столице Татарстана. Вы меня вернули в детство, которое было погребено вот это под слоями совершеннейшей какой-то чудовищной ситуации, в которой я росла. Я росла в Казани, в столице Татарстана, Татарской республики, тогда еще. В классе у нас училось 3 татарина, я, мальчик Тимур и девочка Лиля. И когда все уходили домой, нас заставляли, это было обязательным условием, татарам оставаться на дополнительный урок татарского языка. И учительница казалась прямо исчадием ада. У нее такая была... Она очень была похожа на Гитлера, такая была жесткая, и загоняла нас 3 в класс, и все уже были дома, уже обедали, а мы втроем сидели, учили татарский язык. Причем мы с мальчиком, у нас в семье не говорили по-татарски, а у девочки Лиль говорили по-татарски «бабушка». И ей повезло, она хоть что-то знала, а мы с ним вообще ничего не знали. И вот эти вот 2-3 дополнительных урока в неделю, они, в принципе, не давали ничего, кроме еще большего отдаления. В свою очередь, журналистка Фарида Курбангалеева считает, что идея говорить на татарском языке только дома не сохранит наш язык. Татарскому языку нужно обучать серьезно и на обязательной основе, сказала она. Когда язык коренного народа вымывался из какого-то публичного пространства, обращения, он заменялся русским языком повсеместно. И в результате происходило так, что появлялись поколения, которые уже не могли говорить или говорили очень плохо. Я практически не говорю на своем родном языке, хотя я все прекрасно понимаю, потому что все-таки, когда я была совсем маленькой, со мной разговаривали только по-татарски дома. А потом, собственно, случилась вот эта вот денацификация, я утратила эту способность. То есть понимать-то я понимаю, но говорю очень плохо. Некоторое время после того, как распался Советский Союз, и Татарстан обрел так называемый суверенитет, который, ну, наверное, поначалу каким-то суверенитетом был, а сейчас уже сошел на нет, изучение татарского языка было обязательным в школах и для русских, и для татар. И на протяжении всего этого времени, в общем-то, эта история натыкалась на такое либо пассивное, либо такое очень активное и даже, можно сказать, агрессивное сопротивление со стороны русскоязычного населения. И, в общем-то, под давлением как раз вот этой вот части населения в 2018 году татарский язык убрали из обязательной программы и сделали его факультативным. Вот я в своей колонке написала, почему, по моему мнению,
Это, конечно, приведет к тому, что татарский язык умрет, потому что он опять-таки ушел из какого-то публичного пространства, и это все опять свелось вот к этой идее «разговаривайте, татары, дома». Но я как раз, мне кажется, там постаралась объяснить, почему я считаю, что из этого ничего не получится, этих разговоров дома, потому что предметы, которые должны изучаться всерьез, они должны изучаться на обязательной основе. Это не должно быть пущено на самотек. Хочу изучаю, хочу нет. Так же, как мы не изучаем по своему собственному желанию математику там, или русский язык, или какие-то такие предметы, которые считаются, скажем так, предметами первого эшелона. В Казахстане учитель татарского языка Майя Иванова любит родной татарский язык и в рамках дополнительного образования обучает детей татарской культуре и языку. Меня зовут Майя, я из города Павлодар, Республика Казахстан. Я обучаю детей татарскому языку. Также мы изучаем культуру, традиции, обычаи татарского народа. Ко всему этому мы поем песни на татарском языке. И то, что я знаю, свои знания, сейчас я передаю своим воспитанникам. Для меня татарский язык – это родной язык. И в будущем я хочу уже своим детям тоже его передать, чтобы они знали. Заместитель председателя Татарского культурного центра города Усть-Каменогорск в Казахстане Юнусов Равиль Александрович призывает молодое поколение татар не забывать свои корни. А если забыли, то скорее начать возрождать нашу татарскую культуру, традиции и знания. Юнусов Равиль Александрович, Казахстан, Восточный Казахстан, город Усть-Каменогорск. Я являюсь заместителем председателя Татарского культурного центра города Усть-Каменогорск. В первую очередь хотелось бы сказать, что каждый молодой представитель татарской национальности должен не забывать свои корни, стараться максимально в своей молодости все это изучить, если уже потеряны знания, такое есть, к сожалению, и возрождать это и передавать уже своим детям. Это наш долг, это наша обязанность. Мы должны это сделать, мы должны сохранить свою традицию, свою культуру и должны передавать это следующему поколению. У крымских татар появился первый этимологический словарь. Его автор – филолог Энвер Куртумеров. Над этой книгой он работал почти 20 лет, и на данный момент выпущено 500 экземпляров словаря. Действующий участник спортивной организации UFC, татарский боец Ренат Фахретдинов всегда выходит в татарской национальной тюбетейке, подчеркивая свое татарское происхождение. И в интервью американским журналистам заявил, что он своими победами хочет воодушевить татарский народ. Британский актер Дэниел Крейг, звезда Бондианы, недавно в одном из эпизодов фильма «Достать ножи» появился в татарской тюбетейке. Председатель Союза татарской молодежи Азатлык Наиль Набиуллин дал совет, как изменить жизнь к лучшему. В частности, по его мнению, людям нужно совершать регулярные пробежки. Йөгерү кешенең кан һәм йөрәк системаларын ныгыта, иммунитетын көчәйтә. Шуның белән бик күп авырулар да юкка чыга. Йөгерү кешенең рухына дәва. Хоу. Независимый татарский активист высказал свою политическую позицию и поделился своим видением будущего. В 90-х годах нас предали. Нас предал Шаймиев, торгуясь с русскими властями за большую цену, чем ему предлагали. Нас не предали, нас продали. Большинство татар не понимает вообще, где они находятся. Это очень большая для нас проблема. Но придет время, как по мановению палочки волшебной, все изменится. Я не хочу, чтобы по моей земле ходили Кашины, Гиркины, Щегловы и Хуйловы. Я хочу, чтобы моя страна процветала. И не важно, что я сейчас разговариваю на некрасивом для меня, навязанном мне силой языке. Важно, чтобы мои внуки, наши внуки разговаривали на татарском языке. Поэтому я здесь. Поэтому мы все должны быть здесь, выходить, требовать. Не может быть никакого компромисса с русской властью. Но самое главное, нам, татарам, как можно скорее необходимо перейти с кириллицы на латиницу, с русского
некрасивого языка на татарский поющий, красивый, добрый, нежный язык. Для нашей независимости мы должны выиграть 2 войны. Одну с татарами, которые считают русских нашими братьями. И вторую войну нам нужно выиграть. Это с русским миром. Ранее упомянутая в этом выпуске журналистка Фарида Курбангалеева в том же своем выступлении призвала не делить татар на части, так как мы единый народ. Сибирские, поволжские, астраханские, мишары, кряшины и остальные являются одним большим татарским народом, сказала она. Значит, смотрите, это как раз в рамках российской имперской политики одна из составляющих – разделить татарский народ на кучу каких-то якобы народов, которые должны быть сами по себе. Мишары – это татары. Они сами себя называют татарами и говорят на чистейшем татарском языке. Это одна из разновидностей татар, скажем так. Так же, как, например, есть сибирские татары, да? Есть астраханские татары, которые живут в Нижней Волге. Есть татары в Башкортостане. Есть крещенные татары, в конце концов, многие из которых тоже прекрасно говорят на родном татарском языке, на таком же, котором я говорю сама. Это один татарский народ. Очень была, вот я помню, перед переписью населения в середине 2000-х годов, по-моему, это был даже 2002 год, была прям такая целенаправленная политика Москвы, потому что, чтобы от татар отколупить крещенных татар. И, значит, им начали внушать, что вы отдельный народ, вы не татары, при том, что они говорят на чистейшем татарском языке. Мы друг друга прекрасно понимаем. У них есть, конечно, какие-то свои песни, которые, может быть, у татар-мусульман какие-то свои, там, у крещенных татар есть свои, есть определенные традиции. То есть, например, я когда ездила в деревню крещенных татар, какие-то новые вещи для себя узнавала. Ну, связанные, ну, то есть, например, в православном храме идет служба на татарском языке. И молитвы читаются на татарском языке, на чистейшем татарском языке. И вот тогда проводилась прям целенаправленная политика, потому чтобы крещенных татар от всех остальных, нас, татар, отделить, отколупить, чтобы нас стало меньше. Им внушалось, вы не крещеные татары, вы определенные крешены, вот вы называете себя так, вот вы крешены. Давайте спросим у самих татар, которые живут, допустим, очень много мишар, допустим, живет в Нижегородской области, проживает. У меня куча моих знакомых подруг, друзей из Нижегородской области. Та же самая Лилия Гильдеева, да, известная ведущая, она мишарка из Заинского района Татарстана. Там компактно проживают вот люди, которых называют мишарами, и они сами себя так называют. Вы спросите у нее, кем она себя считает. Послушайте ее ответ, что она вам скажет. Давайте проедем, я не знаю, в деревне Нижегородской области, где компактно проживают татары. Сергачский район, там много этих деревень. Это место исторического компактного проживания татар. Это не татарская диаспора никакая. Это вот мы, диаспора русскоязычная в Праге, например. Это татары, которые там живут испокон веков. Это их земли исторические, они там появились, я не знаю, 800-700 лет назад. Спросите у них, кем они себя считают. Кем они себя идентифицируют, на каком языке они разговаривают. На каком языке они разговаривают, какие песни они поют, какие они сказки рассказывают своим детям. Все те же самые сказки, песни и традиции, которые мне рассказывали, допустим, мои там бабушки в Казани. Я поволжский татар. Рустам Бакиров пишет, мишари Курганской области считают себя татарами. Фарида все верно говорит. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.